В наше время все используют банковские карты, и не исключением школьники и младших. Школьникам выпускаются банковские карты с привязкой к счету родителей, или же выпускаются лично школьнику, если он старше 14 лет. Данные карты, конечно, облегчают жизнь школьнику, позволяют не носить с собой наличные деньги в школу, ну и расходовать, покупать. Многие мошенники используют это для того, чтобы добраться до денег школьника, которые лежат на карте, или до денег родителей, которые они позволяют ему использовать со своего счета. Например, злоумышленники создают подложный сайт для онлайн-покупок, где возможно приобрести некоторые вещи полезные или же приобрести вещи для игры. Школьники, которые очень сильно увлекаются компьютерными играми, готовы потратить деньги для приобретения каких-либо вещей в онлайне. И вот на таких фейковых сайтах обещают огромные скидки или какой-то заманчивый набор, который школьнику интересен. Так вот, вот это заманчивое предложение стимулирует школьника к тому, чтобы ввести реквизиты банковской карты и попробовать оплатить. Данный платеж, конечно, не будет проведен, но эти деньги школьника будут потрачены, вписаны в адрес мошенников. В подобных ситуациях, конечно, очень сложно отследить сайт или так далее, но надо научить ребенка, чтобы он отличал фейковый сайт, то есть сложно созданный, от настоящих, и стараться проводить с ребенком работу, чтобы сам ребенок тоже контролировал, по каким сайтам он лазит и на что он что выбирает, где выбирает. Бывают случаи, когда обманщики предлагают получить приз и так далее. Это используя метод социальной инженерии. Например, на почту. На почту приходит письмо на электронную. Предлагают получить приз или же пройти по ссылке и ввести адрес доставки приза. Или же бывает файл и написано внутри интересное предложение. Откройте, посмотрите. Людям интересно, и они иногда из любопытства, иногда просто заинтересовались и открывают. А там может быть введенский код. Или же ссылка на сайт, где надо ввести реквизиты платежной банковской карты. И опять же, злоумышленники, получив реквизиты платежной банковской карты, используют их для списания денег. А в случае, если там вредоносный код, он загружается на устройство пользователя и может скопировать все данные, логины, пароли, заполненные поля и так далее, и использовать это для своих целей, в том числе и списания денег. Бывает, что используют метод социальной инженерии не с помощью электронной почты и рассылки, а использованием социальных сетей. Например, взламывают аккаунты друзей и от их имени рассылают ссылки. Например, мне нужна помощь, переведи деньги, или лови архив с фотографиями, посмотри. А человек переходит по ссылке, например, где архив, а там тоже вредоносный код. Или же человек думает, что надо действительно помочь переводит деньги, а в реквизитах платежа реквизиты афериста или электронного кошелька заменен на 2 знака. И все, деньги уходят не туда. Поэтому в этих случаях рекомендуется позвонить другу, спросить, правда ли ему нужна помощь, или правда ли он отправлял эту ссылку. И тогда уже, если это ваш друг, то, конечно, можно договориться, помощь оказать. А если нет, то не стоит реагировать на такие сообщения. Вообще в интернете любые сообщения о том, что легко можно заработать деньги или какие-то призы бесплатные, еще что-нибудь, чаще всего это все мошеннические действия, направленные на то, чтобы получить либо ваши деньги, либо деньги ваших родителей, либо получить какую-либо ценную информацию. Поэтому в интернете, прежде чем поддаваться на заманчивые предложения, подумайте, посмотрите, так оно или нет. Пользуйтесь официальными сайтами фирм-производителей или интернет-магазинов. Смотрите, чтобы в наименовании адресной строки всегда совпадало название с официальным, не было подозрительных двойных букв, замененных знаков, О на 0 и так далее. Мошенники этим пользуются.